Они находятся в 2,5 часах езды от Ижевска, откуда я сейчас еду. Еду я туда, разумеется, на электричке, и вы только посмотрите, какая она пустая. А был Мултан, да? Когда началось такое, что вот меньше всего людей Сейчас стало? я скажу, где-то в 60-е годы, а потом понемножку тут оставался лесозавод. Вот так, как бы это, а потом его в Кизнер перевели, и все, народ выезжать стал, кто куда. Семьи были такие большие у каждого, там меньше 3-4 детей, 5 не было. Вот это мы в селе Мултан. Не в селе, это разъезд Мултана. Тут Мултанов еще знаешь сколько? Вот тут есть верхний Мултан, Ныша, верхний Мултан. Потом это новый Мултан. И Короленко, это старый Мултан. Раньше назывался, но сейчас село Короленко называется. Единственное, что я слышал про Мултан, это какое-то мултанское дело. Нищего убили русские, вот эти кузнецкие. И сказали, якобы в жертвоприношении удмурты ватики едят людей, людоеды, понимаешь? А потом вот Галактионович, Владимир Галактионович Короленко, писатель, он приехал сюда, он услышал про это дело. И Елабужский взял прокуроров, там, следователей всех. Тут же был Вятская губерния, Елабужский уезд. Да. И вот он, короче, взял и расследовали, не тут распечатал, все, он тут хуйню раскрыл. Они радиоактивно эту землю перевезли в одно место из другого, понимаешь? А там народ-то не понимает. У них дозиметров нету. Но это получается на территории вот этого химического полигона или уже за нее вы? Да. Если Болезино завезли цистерну, блядь, никто, начальник станции, никто ничего, никаких невиновок не могут найти. Загнали 2 цистерны, радиоактивные вещества. Мы сейчас идем по самодельному мосту из срубов, который Владимир конструировал за неделю. Внизу у нас течет ручей, и вокруг деревни находится несколько родников, к одному из которых мы сейчас сходим. Собственно, вот так выглядит Мултан. Его в прошлом жилая часть. А тут был дом, так уже вот осина выросла. Прям на месте дома. Ага, видишь? А, вот фундамент, действительно. Фундамент-то видно. И осина выросла. То есть смотрите, как время берет свое. Ага, Это прям памятник. да, Удивительно. был дом, стала осина. Мы сейчас находимся на Дачной улице. Так название. Дачная улица. А всего вы их говорили 3. Ага. Луговая, Радужная и Дачная. Вот еще последний дом. Более-менее. Сохранившийся, да? Ага. Он Мгм. продается И сколько стоит? 50. 50 тысяч вот за Ага. такой домик в удаленной деревне. Ну как удаленный? Сюда на самом деле можно приехать на электричке и всего 20 минут ходьбы до платформы. И, кстати, если вы попадете в кадр, будет очень хорошо. Потому что фотографии с людьми, они всегда интереснее, чем просто объекты. Тем более вы здесь не последний человек, вас нужно в историю вписать. Здесь, говорят, был колодец. И еще мимо другого мы проходили полчаса назад. Но он тоже был заброшен. За ними нужен уход. Супер. Вы очень фотогеничны. Так вот, значит, тут липу обрабатывали. То бишь был некий леспромхоз. Так получается? Тут пилорама. Пилорама. Пилили доски. И здесь же еще проходила узкоколейная железная дорога. Когда-то далеко, давно. Когда-то давно было, да. Все, это лес еще отправляли, в вагоны грузили, Ага. увозили в большие города. Да, О, смотрите, а тут прямо огород. а тут это дачники. Ага. Приезжают. А тут у них есть электричество? Да, есть. А то говорили, что в целом-то нету. Да, сейчас можно слышать проследование пассажирского поезда. До платформы здесь буквально 15 минут ходьбы. О, классно, вот сейчас это мы тоже снимем. Очень хорошо смотрится. Наверное, вот такие огородные участки есть не только здесь, но и в этом, в Короленко, например. Короленко-то нету. Там чисто деревня. Ага. Да, дачник. Да, внутри 0. Они уедут. Ну, кстати, классные наличники. Вот. Наличники, да, все
целые. Ага. Это же прям фишка. А вот это как и вот тут 4 километра дыша. Там генерал Желудов живет. Так у него бывает на охоту приезжают люди из Сочи. Да, откуда, да. О, Ага. Вот кабаны на рыбе. да. Дикие поросята. В прошлом году летом. Что тут находится? Вот был когда-то жилой дом, а вот разрушился. А вот это, кстати, это просто как сарай? Это баня. Яблонька. Ага. И тут вы ее тоже огородили от коз. Да. Ага. Лишь некоторые ветки вверх пошли. В принципе, эта территория так условно огорожена, А закидана вот этот этими. дачник это что-то делал. Это. Чего он это плел, не знаю. У него бараны были. Наверное, он тут и пас, что ли. Ага. Все разрушилось. Но в отличие от многих других таких же бараков, тут нет мусора внутри. Яблоки, бывает, вырастают. Сейчас. Яблони. Яблоки это хорошо, Иван. Яблоки это хорошо. Снять. Ой, что мы с тобой, Иван, сходим на прудик сейчас. Да вы что? Там прудик тут недалеко. Давайте сходим. Ага, ух. Ага. А так выглядит дорога к роднику. Идет она прямо возле болота. И, по всей видимости, я уже немного намочил кончик ботинка. Ну ладно, терпимо. Трубка импровизированная. Все. Годится. И можно набирать. Красота. А у него есть название? Бобр вроде живет. Престиж сигареты. Да, место престижное. По сообщению Владимира мы подходим Когда ее к еще одному пруду, который вырыли буквально год назад люди из Кизнера для разведения рыбы. бобр бегает. С того пруда сюда. А какие следы? Это дорожка у него. А, Он тут бегает. в самом деле, вот где земля, да? Свежая. Вот она. Это плотина, да, своего рода? Насыпь. Оба! Такой вопрос. А вы женат? Нет. Холостой. А были когда-нибудь? Ага. Вот здесь живет жена-то. Развелись. Костки, рогатольки. Только рогатольки. Тут у них старший есть козел. Как звать? Ага. Ага, пускай там Да-да-да. спят. Ага. Пускай. Он самый главный-то козел спит. Загнулась колечком, тоже спит. Остальные-то уже голову подняли. А так он, получается, тут, ну, единственный мужик, а эти все остальные козы. Ага. А, ну, есть Да. ему чем заняться. И у вас тут вообще планы? Вы тут думали что-нибудь обустроить? Ну, для себя что-нибудь? Да вот, Или основном хозяйством занимаетесь, вот животными? вот козы. А летом-то это ягоды собираю и грибы, и в можгу вожу и продаю. А потом осенью на уборку урожая из можги ездим.
25 километров Юри, и там картошку собираем. Там день поработаешь, вечером деньги сразу. Сколько сделал, тебе дают деньги. Ага. Угу. Вот Ну, так. вам хватает. Ага. Так Хорошо. старайся. А что, суп сваришь, да и кушаешь? Я с крапивой варю. То есть вы просто как подпорку сделали, чтобы она... Да, Не развалилась? росла, продолжала, и яблоки, чтобы были. Понял, понял. Ага. Очень Вот. интересная схема. Вот тоже это как яблоня погибает, Да? а вот новые начинаются расти. Вот побеги. Ага. Она погибает, это смата уже. Ага. Вот спасать надо, чтобы когда они выросли. Яблоню. Ух. Но она уже вполне себе самостоятельна. Да, красота. Вот два новых молодых. Ага, вижу. Ага. Вот. Красота яблоня. И вот, Да. вот еще яблоня. Ага. Видишь, она какая-то загнута уже. Гляди-ка. Два кустика, это яблони, оказывается. Еще Они яблони. выше меня выросли. А я только в прошлом году заметил. Вчера я приехал в исчезнувшую деревню и совершенно случайно на железнодорожной платформе встретил двух человек, которые, как выяснилось, здесь живут и ведут свое хозяйство. Я у них остановился на ночь, они меня пригласили домой. Один из них показал мне деревню. И сейчас я продолжаю двигаться дальше в направлении следующих деревень. Заобщались с единственным официально прописанным в Мултане местным жителем. Ух ты! Это вы... А сколько вот одну корзину сплести по времени? За 3 дня, короче, получается. 3 дня. Да. Ничего себе. Потому что еще, сплести-то я ее, может, и за день. А тут еще ведь я эти из сырого материала делаю. Угу. И сырой материал, а потом я еще дополняю ряды. Она же усыхает. Угу. Вот, фотографируй. Да вот я уже. Классно. А вы, получается, эти вот материалы тут же собираете? Да. А из чего они? Ива. А вот такой вопрос еще, кстати. Я просто помимо всех этих деревень еще транспортом интересуюсь. И вот мне там мужики сказали, типа, вот этот Мултан, это как разъезд Мултан, да? Да. А тут раньше станция была? Так это и есть станция. Нет, имеется в виду на большой железной дороге. Вот на большой... Тут вот это все деревня, вот это вот здесь, 309 дворов было здесь. Там вот была кузница, автомастерская, тепловозное депо было, вот там вот. Железная дорога вот здесь вот проходила. Узкоколейная. Узкоколейная, да, да. Так, потом вот тут все дома были, даже вон, где лес есть, там дома были. Угу. Все это было, там дома. Там школа была, там клуб был, медпункт был. Короче, вот тут вообще было, Но я так понял, это все начало приходить, так скажем, в упадок еще в советские годы. да. А когда? Там какие-то 70-е события? годы. 70-е. Что-то перестали делать, да? Да это как его, производство упало. Ага. Тут лесом же занимались. Леса-то все меньше и меньше. Вырубали все. А сейчас? А сейчас что все? Вырубаем тоже, так вон. Ну, уже дальше, наверное, не здесь. Ну, уже вырубили очень много. Заканчивают уже. Угу. Вот все, что осталось. А железную дорогу давно разобрали? Давно. Ну, узкоколейную. Ага. Так мы это какие тут с товарищами сколько мы, 15 тонн железа накопали. 15 тонн? Да. Это рельсы? Рельсы, потом подкладки, ну то, что идет это дополнительно Ну-ну-ну. к рельсам. Всякие там крепления, да что-то. Да, да. О, коронавирус везут.
китайские контейнеры. Китайские. Да? Они вот с этим, как его, GPS-ом, что ли, я не знаю. Ну, короче, у меня цифровая приставка стоит. Сразу вот контейнеры идут вот эти, да, и сразу останавливаются экран. Серьезно? Да. Ничего себе. Вот эти контейнеры я сколько проверял, как только контейнеры идут, все, экран останавливается у меня. Да, если очень захотеть, то, конечно, можно и поспать, и приготовить покушать, и кто-то определенно уже это сделал. Но эта часть Мултана, находящаяся за железной дорогой, то есть с другой ее стороны, также заброшена, она нежилая. Пост КТСМ, 1004 километр, нечетное направление. А на горизонте виднеется очередной товарняк, ведомый электровозом ВЛ-80С. Так, мы подходим к остановочному пункту Мултан. Представляет собой две боковые платформы на перегоне Люгас-Аркус. Отсюда можно уехать дважды в день в одном направлении, в 4:40 либо 16:35 на Ижевск, и соответственно в 12:17 и 21:37 на Кизнер. Собственно, поезда ходят с интервалами 12 часов, очень равномерно распределены. Как мы видим, вокруг нет абсолютно ничего, но вообще этот остановочный пункт предназначен для обслуживания, конечно же, Мултана, ну и, вероятно, ближайших деревень типа Короленко. И это та самая платформа, куда я прибыл вчера вечером. Это еще одна валюта из Китая. China Railway. Примерно такой пейзаж вы наблюдаете всегда, путешествуя на поездах по России. Как правило, это железная дорога, вдоль которой высажена лесополоса, либо она попросту проходит в лесу. И, в принципе, глазу не за что зацепиться. Ребят, чекайте, мы находимся в середине ничего, просто посреди леса. И тут вот такой телефон от Россвязи. С него вроде как можно позвонить, хотя так вот гудков я не слышу никаких. Но здесь необходима карта. Вот вы ее сюда вставляете, вводите номер телефона, и уже тогда идет связь. Так вроде бы тут провода не порезаны, возможно, он работает, и просто нужна карта, чтобы пошел гудок. Я не знаю, никогда не пользовался такими телефонами. Но сам факт того, что он присутствует здесь, в нигде, это классно. Кстати, второй такой телефон вижу в Удмуртии. Я только что свернул с железной дороги, иду до жилой деревни, а вот уже следующая после нее ожидается, что будет заброшенная. Такие у нас тут лесные дороги, размытые в какой-то степени, но пешком идти можно. Наконец-то мы вышли из леса на такой полевой участок. Тут уже дорога получше, потому что светит солнце и сушит грязь. Мы тут уже видим какие-то признаки цивилизации, свежие срубы. До деревни тут буквально 2 километра. Проходим под высоковольтной линией. Если прислушаться, можно услышать ток. Итак, мы уже находимся территориально в деревне Короленко. Это футбольное поле пришкольное. Это, так понимаю, сама школа. Или это детский сад, черт его знает. Ну, пока что выглядит цивильно. Единственная проблема — это дорога, которая сюда ведет. Но я подозреваю, что она не основная, по которой я заходил. Потому что она не асфальтирована и вся просто размазана. Вот даже смотрите, пластиковые стеклопакеты. Слушайте, ну визуально вполне себе аккуратное село. Домики покрашены. Они, в принципе, не разваливаются сами по себе. Есть храм. Значит, богослужения здесь ведутся время от времени. Мне очень трудно понять этот рукописный текст, но в данный момент храм закрыт. Определенно. Только что перекинулся парой слов с местным населением. Мужики говорят, что в Кузнерке уже никто не живет. Поэтому мы официально идем в заброшенную деревню. Храм, как выяснилось, 1860-х годов постройки. И вообще, вот смотрю, как бы
Потрясающая деревня. Все чисто, аккуратно. Вот, а тут, по всей видимости, находится музей Короленко, который расследовал мултанское дело. Да, выдающийся русский писатель, сыгравший решающую роль в оправдании мултанцев. Памятник солдатам Великой Отечественной войны в хорошем состоянии. В удивительно хорошем состоянии, он даже облицован плиткой. Короленковский продуктовый магазин под названием «Ромик». Колонка. Работает. По мере углубления в лес растительность вдоль дороги сгущается, но зато запах становится все приятнее и приятнее. Мы подходим к чему-то интересному. Река Люга. Мост, как мы видим, разрушен, но по нему все еще можно пройти пешком. Река нынче полноводная, ну, поскольку май, весна, таяние снегов. Опа. Вот мы только что через него успешно прошли. И до Кузнерки, до деревни осталось еще где-то 2 километра. Дорога здесь гораздо хуже, чем раньше. Поваленное дерево гарантирует нам, что на автомобиле со стороны Короленко Кузнерку мы не проедем. Наконец-то, спустя 3 часа мы дошли до этой самой Кузнерки. И визуально эта деревня действительно кажется заброшенной. По словам жителей Короленко, так и есть. Здесь никто официально не живет. Там вдалеке виднеется дорога хорошего качества. Она ведет к более значимой поселковой дороге. Но поскольку местность здесь не населенная, вряд ли кто-либо здесь вообще поедет. Вплотную подошли к деревне. Сейчас будем ее осматривать. Это у нас похоже на хозяйственные помещения. Типа амбаров, может, каких-нибудь курятников. Черт его знает. Выглядят они, конечно, печально. Дома нежилые, разумеется. Хотя внутри еще теоретически можно обосноваться. Просто заночевать. Давайте посмотрим, что написано на табличке. На табличке значится, что здесь живет участник войны. Скорее всего, жил в прошлом. Поскольку от его избы осталось одно только основание. Тут какая-то утварь домашняя. Просто свалка, по большому счету. Но справедливости ради, это полноценная деревня. Заброшенная, не какие-то 1,5 дома, как я изначально думал, а их тут как минимум с десяток. И вот такой потрясающий пруд. Значит, смотрите. Там находится 2 заброшенных деревянных дома. Здесь останки одного из таких же домов. Одна изба стоит на въезде в деревню. То есть, в принципе, я говорю, что не так интересно и что недостойно моего посещения в данный момент. Поэтому сейчас мы пройдемся еще вот по этой улице, потому что там, как мне показалось, есть еще несколько домов. Итак, ребята, я уже зашел внутрь дома, поэтому начнем его обзор сразу изнутри. Это одна из его комнат. Тут мы видим останки кинескопа разбитого. Это некие шкафы, тумбочки. Вот эта интересная кровать. Скорее всего, это кровать для ребенка. Тут у нас такой скрипучий деревянный пол, ступать на который нужно аккуратно. Лестница тоже вся скрипит. Крайне небезопасно. Вот видите, тут отверстие в полу. Матрас, на котором, в принципе, можно даже поспать при желании. Ну, такой достаточно мягкий. То есть, если бы я был охотником, я бы определенно сюда завалился переночевать и даже не обломался бы. А это, видимо, основная комната с печью. Там у нас находится раковина, сюда подставляется ведро.
Тут у нас останки полен. Ну и тоже срач в виде старой мебели, каких-то частей матрасов, какой-то погреб, старые обои. Ну, в общем, мне кажется, что этот дом нежилой как минимум лет 5, а может уже и все 10. Тут вот такая веранда, много разбитого стекла. Таким образом выглядит двор. Даже дверь вынесли, постарались. Стекла разбиты. Это, судя по всему, тут где-то должна находиться баня, но мне сложно понять, где она находится. Я ведь вообще не разбираюсь в этих дачных всех делах, огородных, деревенских. Вот еще один вход под дом, но это, скорее всего, типа погреба. Вот там даже яма есть. Ну, судя по сену, тут держали животных. В принципе, все уже разрушено, непонятно, что где было. Поэтому вот такая деревня Кузнерка. Было приятно тут погулять, интересно. Необычно, все-таки не каждый день ходишь по заброшенным деревням. Это долгожданный флекс с самыми вкусными пряниками в мире. В общем, дошел я, повторюсь, до этой Кузнерки, осмотрел ее и решил поставить такой челлендж, чтобы дойти без отдыха до Короленко, без капитальных привалов. В общем, только что произошла очередная внезапная встреча с незнакомцем, который оказался последним жителем Кузнерки. Ну, как последним? Человек уже в возрасте, говорит, что уехал оттуда в 2003 году, достаточно давно, но отмечает, что после него там остались жить еще типа супружеская пара. И оказывается, я был как раз в их доме. Очередной родник. А таким вот образом выглядит деревня Новый Мултан. Повторюсь, сегодня утром мы были в обычном Мултане, где все заброшено. Здесь, конечно, состояние деревни не идеальное, но в целом она живая, и даже есть асфальтированный тротуар, что вообще большая редкость. Это автобусная остановка, причем если мы посмотрим, не абы какая, а вполне себе культурная. Но, конечно, из косяков тут элементарно отсутствует расписание движения. Поэтому куда ехать, когда, зачем, это уже непонятно. Ребята, я сдох. Но в итоге я дошел до станции. Вот она, станция Саркус. Я точно не помню расписание, и тут во всем районе просто не берет интернет, поэтому я даже не могу его проверить. Я очень устал. Даже не помню, когда последний раз так болели ноги. 200 метров до платформы, и можно будет просто там лечь, сесть. Вообще пофиг. Неужели? Как жестко! О, блин, как жестко. Итак, я только что сменил локацию и оказался на остановочном пункте Егул, что между Саркузом и Кизнером. Теперь мы отправляемся к нашей последней точке этого путешествия, к одной из заброшенных деревень. Я ее видел из окна электрички, и это место однозначно стоит посетить. Мы дошли до деревни под названием Уч-Пучто. Она находится в 4 километрах от остановочного пункта Егул, ближайшей остановки транспорта. Да, Уч-Пучто была расселена в 2016 году. Памятник находится все-таки в менее лучшем состоянии, чем он казался издалека. Но, тем не менее, он когда-то был покрашен. Может быть, как раз в 2015-2016 году, последний раз перед расселением. Сейчас мы пройдемся по главной и, наверное, единственной улице в поселке. Куча какого-то шифера навалена. Вот это был дом большой семьи, судя по всему. Целых 4 окна. Внутри
Развалена мебель. И летает куча всяких мошек. Все сараи порушены. Давайте посмотрим этот дом. Крыша полностью раздестроена. Ну вот это, скорее всего, главная комната. Где-то здесь, вероятно, была печь, но я ее не вижу. Ранее возле деревни Уч-Пучто располагался остановочный пункт 988 километр. Да, но сейчас электрички проследуют его без остановки, и вряд ли уже что-то осталось от самого остановочного пункта. Конечно, было бы интереснее посмотреть на деревню с несколькими улиц. Тут, по большому счету, получается, что все дома находятся на одной улице, и это, ну, блин, не так антуражно. Но зато в относительной транспортной доступности. Смотрите, этот дом полностью пустой. Тут сняли вообще все, включая пол. Заметил, что во многих заброшенных поселениях остались входные ворота вот такой формы. И это напоминает историю с воротами подобного рода в Японии, которые сохранились после бомбардировки, кажется, Хиросимы и Нагасаки. Приезжать сюда, мне кажется, не каждый день, потому что дорога не сильно накатана. Я даже не вижу свежих следов автомобильных. Мы практически дошли до конца поселка, и там дальше уже ничего интересного нет. Точно такие же домики. Тут вот нет крыши, очевидно, там нету и пола. Тут нету не то что крыши, но и самого дома. Вот все, что от него осталось. Крайний дом деревни, расположенный ближе всего к железной дороге, и тот не уцелел. Не знаю, печально это или нет, но это кажется естественным, что деревни умирают, потому что работы здесь нет, заниматься нечем. Молодежь привлечь сюда, это сделать сложно. Здесь нет никаких развлечений, никакой инфраструктуры. Конкретно в данном Уч-Пучто поселении нету даже магазина, не говоря уже о школах и там каких-то больницах. Ближайшая станция железной дороги, точнее остановочный пункт, находится в 4 километрах отсюда. Это минимум 40 минут ходьбы, если ты здоровый человек. А если больной старик, то и того больше. Поэтому логично, что такие деревни умирают. И, конечно, как правило, они находятся в удаленных местах. В столь отдаленных местах, я бы сказал. И несмотря на близость, казалось бы, железной дороги, это ничего не дает. Здесь нет станции, здесь не живут работники железной дороги, как, например, в поселке Магдагачи в Сибири, где, наверное, львиная доля населения работает на железке. Долгожданный флекс. Наконец-то я могу нормально поесть. В запасе еще есть время. Взял с собой вот такую на пробу консерву. Село зеленое, каша гречневая. До электрички еще полчаса. Мне остается только сидеть и флексить, потому что скамейка окрашена. Приходится использовать свой рюкзак. В Ягуле раньше, помимо ширококолейной железной дороги, была и узкоколейная, но сейчас от нее ничего не осталось. И вот эти вот деревянные руины, если я правильно понимаю, это руины леспромхоза, который когда-то здесь был. Только что посчитал примерный километраж, пройденный за сегодня и за вчерашний вечер. В сумме получилось около 32 километров. И целый день на ногах, но зато посетил много интересных мест. И вот сейчас в электричку, до нее осталось буквально 10 минут. На этом мы с вами прощаемся. Большое спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и оценивать это видео. Это очень важно для меня. Всем пока!